6 марта в спортзале водогрейной котельной прошли уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, в которых приняли участие 5 женских команд – Чульманская ТЭЦ, Электроцеха, районно-тепловых сетей, котлотурбинного цеха, административно-хозяйственного отдела. Началось все мирно, с парада открытия и поздравления спортсменок с приближающимся Международным женским днем. Впрочем, несмотря на предпраздничное настроение, борьба развернулась нешуточная. В итоге победа досталась дружной команде КТЦ, капитан Марина Свердлюк, обыгравшей в финале ветеранов волейбола команду РТС, капитан Татьяна Бережная. На третьем месте Электроцех, капитан Екатерина Кристопчук. Украшением турнира стала добавочная порция зрелищной игры – товарищеская встреча между сборными командами Нерюнгринской ГРЭС и Чульманской ТЭЦ. А 3 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант» состоялись веселые старты. Насколько они были веселыми и спортивными, определяла созданная судейская бригада из 5 человек, распознать которых среди полуодетых участников состязаний не составляло особого труда. Парад команд принимал главный инженер Нерюнгринской ГРЭС Алексей Старцев. Не обошлось и без царя морского Нептуна, поприветствовавшего своих морских подопечных и пожелавшего всем удачи. Собственно, соревнования проходили в 2 этапа – на суше и на воде. В первом конкурсе, ставшем театрализованным представлением, определяли обладателей самых экстравагантных костюмов и интересных девизов. Здесь отличились лягушки-квакушки химического цеха, пираты управления грузоподъемных механизмов и обитатели аквариума из электроцеха. По мере погружения на глубину расстановка сил несколько поменялась. В водных состязаниях вперед вырвались законные наследники владыки морей Нептунята из котлотурбинного цеха. В итоге опередить их не удалось ни одной из команд. По результатам всех соревнований 2-е место досталось химическому цеху, 3-е – электроцеху. Отметим, что как в веселых стартах, так и в соревнованиях по волейболу наравне с молодежью, а может быть и лучше, выступили ветераны спорта Нерюнгринской ГРЭС. Людмила Штаб, Татьяна Бережная, Наталья Салимова, все они из РТС, Елена Николаева, химический цех, Людмила Самютина, КТЦ. Забегая вперед, скажем, что спортивная жизнь энергетиков обещает этой весной немало интересных событий. Лыжную эстафету среди подразделений Нерюнгринской ГРЭС и НЭРа, матчевые встречи между командами станции и Чульманской ТЭЦ по волейболу и баскетболу и, наконец, традиционная легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы, первые этапы которой будут бежать руководители цехов Нерюнгринской ГРЭС и НЭРа. По итогам всех соревнований будет сформирована сборная команда «Энергетик», которая и отправится защищать честь энергопредприятий Нерюнгри на городской спартакиаде среди трудовых коллективов.